Глубоко уважаемый Михаил Ефимович, глубоко уважаемый Александр Константинович, уважаемый Сергей Васильевич, Гаврил Витальевич, уважаемые члены коллегии. Сегодня я выступаю не просто как представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, как член коллегии Министерства внешних связей, но прежде всего как ветеран Министерства внешних связей, которая проработала в этом министерстве, начиная с первого рабочего дня. И возьму на себя ответственность, знаю, что здесь Василий Моисеевич присутствует, но вот от имени ветеранов Министерства внешних связей я хотела бы всех поздравить с этой круглой датой, потому что, согласитесь, 30 лет в жизни, в нашей жизни, в истории, в новейшей истории Якутии. Это значительная дата, и за это время, вот, например, нынешние некоторые сотрудники Министерства внешних связей, и даже в планах не было, наверное, те, которые помоложе. Вот. И с самого начала деятельности министерства Михаил Ефимович лично сам координировал деятельность этого ведомства. Затем наши первые министры Виталий Петрович Артамонов, Александр Васильевич Мигалкин, Георгий Дмитриевич Никонов, они всегда уделяли огромное внимание не только деятельности министерства, но прежде всего воспитанию кадров. И очень много внимания уделяли, будучи в должности вице-президентов, Александр Константинович Акимов и Евгения Исаевна Михайлова. Вот именно благодаря нашим руководителям Якутия вписала в списки ЮНЕСКО Ленские столбы и эпос Аланхо. Я считаю, что это уже историческое событие, которое будет веками, тысячелетиями храниться в анналах истории, традиций, культуры всей цивилизации человеческой. Кроме того, я бы хотела в качестве представителя Министерства иностранных дел зачитать поздравления моего непосредственного руководителя, директора департамента по работе с субъектами Федерации, общественными объединениями и парламентом Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Васильевича Григорьева. От имени Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России и от себя лично поздравляю вас и весь коллектив с 30-летием образования Министерства внешних связей Республики Саха-Якутия. Несмотря на огромное расстояние и суровый климат, республика обладает значительным социально-экономическим, инвестиционным, научным, инновационным и культурным потенциалом, что позволяет ей расширять свои международные связи, прежде всего со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и арктического сообщества. Уверена, что продолжится поиск новых направлений межрегионального сотрудничества. Рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с Республикой Саха-Якутия по совершенствованию ее международных и внешнеэкономических связей в русле единого внешнеполитического курса Российской Федерации. В этой связи готовы оказать всестороннюю поддержку проведению презентации экономического и туристического потенциала республики в Министерстве иностранных дел, которое запланировано на декабрь текущего года. Желаю вам и всем сотрудникам министерства крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений, реализации всех намеченных планов и всего самого доброго. Вот. Еще у меня есть такая вот приятная миссия. Ее попросили мне выполнить мои коллеги по комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, которым руководит Григорий Эдуардович Орджоникидзе, и который считает себя нашим земляком якутянином. Значит, секретариат комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО направил 5 сертификатов обновленных о том, что наши школы входят в клуб ЮНЕСКО. Это первый из них, это Маинская средняя образовательная школа имени Владимира Петровича Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов. Село Мая, Мигино, Кангаласский Улус. Второй сертификат
Значит, Мархинская средняя образовательная школа номер 1, город Якутск. Третий сертификат – это Кёльская средняя общеобразовательная школа номер 1 имени Сафронова, Татинский улус. Четвертый сертификат – Татинская детская школа имени Аргунова, Татинский улус. И пятый сертификат – это Татинский лицей имени Мординова, Татинский улус. Мы, в свою очередь, эти сертификаты передадим в Министерство образования, чтобы они нашли удобный случай передать эти сертификаты. Ну, еще раз поздравляю с юбилеем, новых достижений, успехов. Лично я вижу свою роль сейчас не только в ежедневном, каждодневном сотрудничестве, работе. Мы постоянно координируем свою деятельность вместе с Министерством внешних связей. И прежде всего я, конечно, вижу мою роль в преемственности поколений, чтобы школа МВС всегда была на уровне, чтобы сохранялись наши традиции, знания, умения, чтобы поколения новых сотрудников знали историю Министерства внешних связей, знали историю Республики Саха-Якутия, наших руководителей. И еще раз призываю, в эти дни мы сейчас как раз занимаемся сбором материалов для книги о Виталии Петровиче Артамонове. Я бы была бы очень признательна, если бы коллеги разных лет направили свои воспоминания. Спасибо большое.